Чебоксарах ветеранам-блокадникам вручили памятные знаки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В годы страшной осады они сумели выжить, а потом волей случая оказались в Чебоксарах. Торжественное награждение прошло в кадетском корпусе. У каждого ветерана своя история. Ларисе Лермонтовой в далеком 1942 году было 3 года. Сироту, потерявшую мать при бомбежке, эвакуировали в Чувашию. Вместе с ней около 1000 ребятишек были направлены в республику. Чтобы разместить всех, открыли дополнительные детские дома в Алатырском, Чебоксарском и Янтиковском районах. Лариса Ивановна мало что помнит из того времени, но один момент остался в памяти на всю жизнь. В поезде ехали один единственный эпизод, когда нам сопровождающая давала в рот каждому по чайной ложечке что-то такое белое, то ли сгущенку, то ли сметану, а мне не дали и сказали, ей нельзя. Видимо, меня просто не успели подкормить в детском доме после дистрофии, и мне не дали. Было обидно. Раиса Григорьевна была постарше и помнит, как от голода умирали люди. Тогда отец, работавший водителем, принял решение вывести семью из осажденного Ленинграда. И когда мы подъехали к Ладожскому озеру, мама сказала: будьте добры, позвольте нам сесть в одну машину, в кузов. Мы в кузове сели с правой стороны полуторки. Она нас покрыла клеенкой и сказала: если будем тонуть все вместе. Целый месяц семья Жирновых добиралась до Саратовской области. Там девушка окончила экономический институт, а потом по распределению попала в Чувашию. Сегодня в республике проживает 49 человек, кто ребенком пережил блокаду и защищал город. Правительство Санкт-Петербурга в честь юбилейной 75-й годовщины освобождения Ленинграда решило наградить всех блокадников памятными знаками и поручило выплатить каждому по 7000 рублей. Глава Чувашии отметил, что в республике тоже чтят подвиг ленинградцев. Я поставил тоже задачу перед нашими республиканскими министерствами, чтобы опекали, следили за вашим здоровьем наши медики, чтобы продлить ваше долголетие. Символично то, что встреча прошла в кадетском корпусе. Михаил Игнатьев отметил, что подвиг ветеранов-блокадников – это пример героизма для подрастающего поколения. Вероника Павлова, Леонид Петров, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.